Национальной академии наук Дастанбек Асылбекұлы Бекмухамов. Пожалуйста. Уважаемый председатель Международной научно-практической конференции, уважаемые делегаты, присутствующие, позвольте выразить признательность по поводу организации научно-практической конференции. И самое главное, я хотел выразить свое личное почтение организатору данной международной научно-практической конференции Асанбаеву Тургену Шаневичу за то, что он нашел это время организовать эту конференцию и пригласить ведущих ученых, коневодов, животоводов, со всех регионов Казахстана, в том числе сопредельных государств. Сегодня было приятно видеть, именно как руководство областного акимата уделяет пристальное внимание данному мероприятию. И это означает, что продуктивное коневодство Павлодарской области становится одним из флагманов развития животноводства и в дальнейшем обеспечения продовольственной безопасности и продовольственной независимости, самообеспеченности по основным продуктам питания. В этом отношении хотелось отметить, что Павлодарская область, вообще Павлодарский регион, становится одним из центров научного обеспечения в области коневодства. И за последние 10 лет сформировалась научная школа Асанбаева Тургена Шаневича. И в этом отношении они активно участвуют во всех мероприятиях международного, республиканского уровня. И самое главное, они находят время, чтобы поделиться своим опытом ведения селекционной племенной работы. И в то же время они приглашают ведущих ученых, чтобы на данном форуме, в стенах международной конференции, поделились все ведущие ученые Казахстана и в данном случае Российской Федерации, в лице Мангуши Саяна Тарджая. А теперь позвольте перейти к основному, к основному части. Как вы знаете, в Республике Казахстан основное направление животноводство классически всегда было продуктивное коневодство и верблюдоводство. На данном слайде вы видите внутренние предпосылки для развития племенного коневодства и верблюдоводства продуктивного направления. Во-первых, на селе проживает 8 миллионов человек, что составляет 40% населения, и в том числе трудоспособного возраста 6,5 миллионов человек. Во-вторых, хотелось отметить, что основная часть земельных ресурсов находится в частных подводьях. Во втором слайде приводится проблема развития племенного коневодства и верблюдоводства. Основная проблема заключается в том, что
это более 80% поголовья находится в частной подворье. И эта численность, это в процентном отношении племенных это животных, это составляет это менее 10%. Это что является недопустимым для успешного динамичного развития продуктивного племенного верблюдоводства. В этом слайде указаны основные подходы развития в отрасли племенного коневодства и верблюдоводства. Это совершенствование традиционных способов оценки отпора и подпоры лошадей. В этом отношении Павлодарская область, это в лице Асанпаева Турыкена Шанаевича, они проводят кропотливую работу по совершенствованию традиционных способов оценки отпора и подпоры. Это, в частности, в 2022 году это коллектив ученых, это под это руководством это профессора Асанпаева, они получили впервые в истории это продуктивного коневодства патент это на способ оценки и это отпора лошадей. Это мясное направление продуктивности. Это следующем это слайд указаны цели и задачи селекции. Это верблюдов. Основная цель у нас заключается это развитие племенного коневодства и верблюдоводства. И самое главное возрождение социальной инфраструктуры населения. И это в то же время удовлетворение минимальных норм потребления это молоке и это мясо. Это следующий слайд. Это следующий слайд. Это переключение. Это переключить, это можно на следующий? Это ожидаемые результаты в области развития племенного коневодства и верблюдоводства, это расширение ареала, развитие созданных и создаваемых высокопродуктивных это генотипов лошадей и верблюдов, увеличение производства экологически чистой продукции с дальнейшим повышением конкурентоспособности отечественной отраслевой продукции. Во-вторых, увеличение объема производства отечественной племенной продукции чистопородных верблюдов и лошадей казахстанской популяции. Это в таблице, это первая таблица, это приводится динамика оборотного состава верблюдов, это в 1991 и 2024 годах. И как вы это видите, за 33 года поголовье верблюдов увеличилось это почти в 2 раза, но в то же время увеличилась эта численность это межвидовых это гибридов и поместных верблюдов. Это 46,9, это то, это более 100 тысяч это голов. Это что является недопустимым. Это во второй таблице приводится примеры дела и продуктивность это чистопородных это верблюдов. Это за последние 30 лет. Это как вы это видите, это за 30 лет, это благодаря кропотливой работе селекционеров удалось это увеличить это живую массу. И самое главное, это за 30 лет это повысилось это товарный удой молока за 12 это месяцев это лактации более на 40%. И в то же время уделяется особое внимание повышению шерстной продуктивности верблюдов, она тоже за 30 лет это значительно увеличилась. Это в данном это слайде приводится селекционное достижение казахстанских ученых в области продуктивного верблюдоводства, в частности по казахским факториальности Соловьинского типа. И как вы это видите, живая масса в среднем составляет 817 килограмм, это наш предшественник 12,6 килограмм, и это годовой удой молока по матери 1700 килограмм. Это следующий слайд. Это также уделяется внимание, это увеличение продуктивности, это создание заводских линий верблюдов.